Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор-волонтер Юлия Краснова. Сегодня у нас в гостях человек, чья работа неразрывно связана с поддержкой наших защитников. Советник главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Фензирович Камалетдинов. Здравствуйте. Здравствуйте. Алик Фензирович, вы у нас уже не в первый раз. И снова у нас много тем для разговора. Ну, если я не ошибаюсь, уже третий раз я у вас. Всегда очень приятно к вам приходить, пообщаться с вами, рассказать, как дела у нас обстоят в зоне специальной военной операции. И как обстоят дела, как боевой дух? Боевой дух, как всегда, у наших подразделений очень высок. Ребята занимаются боевой работой. Сейчас идет продвижение наших войск вперед. Какие задачи перед вами стоят сейчас? Мои задачи непосредственно как советника главы республики по вопросам взаимоотношений с военнослужащими. В функционал мой входит это взаимодействие с командованием воинских частей и соединений, где проходят службу выходцы из Башкортостана. Это наши добровольческие формирования, это наши части, где служат мобилизованные. Ну и самое главное, это тыл наших ребят. Как говорится, прикрываем тылы, находясь непосредственно в зоне боевых действий. Решаем все проблемные вопросы на месте, в ручном режиме. Алик Фензирович, вы как такая невидимая нить между Башкортостаном и зоной специальной военной операции. Одна из ваших задач – это награждение наших героев. Эта функция очень почетная. Ради Фаритович постоянно издает указы о награждении наших отличившихся воинов государственным наградам Республики Башкортостан. И это очень приятная миссия. Я езжу по нашим частям соединениям и вручаю государственные награды Башкортостана от главы нашей республики ради Фаритовича Хабирова. Алик Фензирович, а где это происходит сейчас? Ну, на данный момент мы сейчас видим, это Курское направление, один из наших полков, где служат наши мобилизованные ребята, это полк 12-20. Я скрывать уже не буду. Почему? Потому что после взятия Суджи данный полк отметил лично Владимир Владимирович Путин. Лучший из лучших. Лучший из лучших. Одна из сложнейших операций, на мой взгляд. Так точно, да. Меняется сейчас характер ведения боевых действий. На что в этих реалиях больше всего обращаете внимание? Новый вид войны, это в первую очередь это беспилотные летательные аппараты, которые очень много проблем нам создают. Но мы, естественно, все подстраиваемся под новые реалии, воюем, работаем, выполняем боевые задачи. В том числе наверняка еще информационный фронт. Естественно, тут и с этим тоже борьба большая, но мы сейчас тоже научились противодействовать этому. Алик Фензирович, вы много работаете с новобранцами. Вот скажите, возраст добровольцев изменился? Да, сейчас приходит много молодых ребят, но вы сами понимаете, очень много было сначала специальной военной операции возрастных. Ну, вы понимаете, что реалии показывают, что не все справляются с нагрузками, это физические нагрузки, это моральные нагрузки и прочее. Сейчас идет омоложение. Ну, приходят, работаем. Естественно, допустим, на основе полка Башкортостана, я вам сразу скажу, это ребята проходят минимум, почти месяц они проходят в учебном центре обучения, и поэтому такого, как вот у нас всякого рода социальные сети начинают говорить сразу в бой, необученные, такого нет, я вас заверяю. Это очень хорошо, потому что подготовиться тоже время нужно, и, уверена, есть квалифицированные кадры, которые передают этот опыт. Как держите связь с военкоматом? С военкоматом у нас тоже полностью всегда связь. Я на связи с военкомом республики, на связи с военкомами региональными. Поэтому там тоже все у нас отлажено. Я понимаю, какая ноша свалилась на них, я понимаю объем их работы, но все вопросы стараемся решить по мере возможности, по мере поступления. Да, мы видим, что обратная связь, она есть. У нас главный военный комиссар – это Блажевич Михаил Александрович. По секрету сказать, работа там тоже кипит. Да, там работы у них очень много, делают они все, что возможно. Когда я участвовал еще в зоне специальной военной операции, наш командир всегда, прежде чем приходят добровольцы новые, он всегда спрашивал, а вы откуда? Ну, кто-то говорит с Челябинской области, кто-то говорит там с Новосибирска. И когда ему говорят, мы из Башкортостана, там, с Учелов, с Белорецка, и он говорит, ну, слава богу, наконец-то у нас наши башкирские парни. А он сам с Челябинской области, ну, как соседи, земляки. Ну, еще во времена моей службы в армии, это еще 90-е годы и так далее, я помню прекрасно, что ребят с Башкирии всегда очень приветствовали, всегда были рады, когда приходили наши военнослужащие, тогда еще срочные службы. Всегда говорили, что военнослужащие из Республики Башкортостан одни из самых толковых, грамотных, мужественных бойцов. И проблем с нашими
земляками никогда не было. Хорошо, что мы эту марку держим до сих пор. Естественно. Олег Фензирович, вы на СВО живете в блиндаже, не в гостинице. Почему? Да, естественно, я живу в одном из расположений полка Башкортостан, там, как говорится, у меня штаб-квартира, так-то я езжу по всем направлениям, где проходят службу наши военнослужащие из Республики Башкортостан. Но там, как говорится, штаб-квартира у меня в одном из расположений полка Башкортостан, и я делю блиндаж свой вместе с заместителем командира полка по военно-политической работе. Ну, по моей работе это один из военных начальников, который очень близок ко мне, потому что выполняем работы касаемо моральной составляющих, каких-то проблем тыловых и прочее. Поэтому мне с ним работать нужно всегда от и до, день и ночь. Поэтому все проблемные вопросы, в первую очередь, я решаю с ним. Вы сами понимаете, замполит полка – это душа полка, это мама, папа полка, как это, и вот. Позывной у этого военнослужащего Борус. Позывной Борус, да. Мы о нем наслышаны, это очень мужественный человек. И вот на кадрах блиндаж, в котором вы живете, довольно-таки аскетические условия, спартанские. Ну, я вам скажу, что ребята там делают все возможное, чтобы были как можно больше комфортные условия, но куда деваться? Боевые действия продолжаются, жить как-то надо. Поэтому у нас ребята молодцы, мастера на все руки. И кто к нам приезжал, даже знаю, что во многих блиндажах даже есть и горячая вода. Скажите, а как вы там за ленточкой, на чем передвигаетесь? Ну, я передвигаюсь на своем транспорте. Вы его, Юля, видели неоднократно, когда приезжали туда, к нам. Ну, со средствами защиты наверняка. Да, естественно, там средства РЭП, булаты, определение FPV и так далее. Поэтому, ну, как, там все мы одинаковые. 9 мая на параде Победы в Уфе прошли два расчета военнослужащих. Это Росгвардии и полка Башкортостан. Олег Фензирович, гордость берет за наших ребят. А вот как их отбирали? Но это уже мы не впервые. Третий год подряд уже на параде Победы в Уфе присутствуют военнослужащие, принимающие участие в зоне специальной военной операции. Позапрошлом году, как вы помните, это был сводный парадный расчет военнослужащих батальонов Шеймуратова и Достовалова. В прошлом году полк Башкортостан, в этом году также полк Башкортостан, и Росгвардия решила, как говорится, разбавить картинку, да, чтобы побольше наших ребят. Были также представители Росгвардии, опять повторяюсь, это батальон Салават Юлаева. И это очень хорошо. Естественно, да. Население должно видеть своих героев. Я вот сразу скажу, ребята прибыли сразу с передовой. Лично вот этих ребят мы отбирали, и буквально вот они участвовали только в 2 тренировках генеральных, уже непосредственно на площади Ленина перед горсоветом. Сразу, как говорится, с корабля на бал. Многие ребята буквально с окопов вышли, с ЛБС вышли за день до отправки их в Уфу. Желающих было очень много. Приходили даже ко мне лично, писали: разрешите, я поеду и так далее. Но направили лучших из лучших? Лучших из лучших, да. Парадный расчет вел командир одного из подразделений, позывной «Боксер». Это очень достойный офицер, очень достойный военнослужащий. Ребята прошли хорошо. Население республики увидела своих героев. Скажите, а вы сами где были на 9 мая? 9 мая я был на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Я решил в этот день не приезжать, остался там с ребятами. В этот день мы ездили по подразделениям, поздравляли ребят, вручали награды. Олег Фензирович, еще одно направление вашей деятельности как советника главы Республики Башкортостан по вопросам СВО – это гуманитарные конвои. А там на передовой как ребята получают? Все наши ГУМ-конвои доходят до места назначения. Это, в первую очередь, один из наших логистических центров. И непосредственно в точке, которые указывают подразделения, куда везут гуманитарный конвой. Это, естественно, первое, это от республики, это от муниципалитетов, от общественных всевозможных организаций, от волонтеров. Естественно, все на связи. Непосредственно все грузы доводятся до адресата. И тут я заверяю полностью, что проблем с этим нету, весь груз доходит до личного состава. Это ребята всегда передают огромную благодарность.
в первую очередь руководству республики, непосредственно Раифу Фаритовичу и всем неравнодушным жителям нашей республики. Олег Фензирович, благодарим за эту работу. Но одна из, наверное, ключевых задач – это общение с семьями военнослужащих. Это и сложная, и напряженная работа. Там много вопросов. Да, мне постоянно, у меня официальная страница ВКонтакте, об этом все знают, она страница рабочая, там по возможности, когда есть связь, я всегда работаю, естественно. У меня постоянная связь с руководством республики, постоянная связь с главами муниципалитетов, с министрами, с организациями, ведомствами. И решаем эти вопросы. Да, вопросы, конечно, очень сложные, но стараемся решить. И в первую очередь это оперативно решить. Пока ребята воюют, мы стараемся прикрыть тылы без вмешательства ребят. И поэтому на связи с родственником мы стараемся быть всегда. Еще раз повторим, можно к вам обратиться через ваши социальные сети, а вы ответите, правильно? Так точно. Моя страница ВКонтакте официальная. Веду ее только я и отвечаю только я. Олег Фензирович, а по мерам поддержки, вот у нас есть региональные меры поддержки, у нас есть федеральные, по ним возникают вопросы? Вопросы, естественно, всегда возникают. Все это решаемо, все это отрабатывается. На уровне республики, я вам скажу, это 100%, практически 100%, там нерешаемых вопросов практически нету. Стараемся все исполнить. Но по федеральным моментам, конечно, тоже мы стараемся, делаем. Никто не игнорирует, все сразу включаются. Сейчас самый главный контроль – это у Раифа Фаритовича. Поэтому вы понимаете, как эти вопросы решаются. А как часто вы общаетесь, связь держите, докладываете обстановку главе Республики Башкортостан Раифу Фаритовичу Хабирову? По необходимости моментально. Угу. И моментальное реагирование? Ну, естественно. Ну, по возможности, вы понимаете, у Раифа Фаритовича тоже много. Но когда он тоже выходит на связь, он увидит, и решаем вопросы. Вот такой у нас глава Республики Башкортостан. Он никогда не пройдет мимо ветерана, всегда подойдет, пообщается. И спросит... Более того, сам несколько раз был в зоне специальной военной операции. Да. Нагрузка большая, не только физическая, не только количество задач и вопросов, но и психологическая. Как вы с этим справляетесь? Ну, человек, как говорится, к всему привыкает. Но я когда-то очень давно закончил военное училище, я офицер, меня это учили с пеленок. Для меня это несложно, я привык к этому сам. В свое время долго был на войне, боевые действия на Кавказе, более 4 лет, поэтому для меня это ничего сложного нету. Но, естественно, горе людей и так далее, это все равно накапливается. Ну, как говорится, пока идут боевые действия на специальной военной операции, мы должны собраться все и работать. Пока Родина зовет, да, и потом, это долг. Да, а потом, когда все закончится, уже сядем и вспомним. Олег Фензирович, по вопросам взаимодействия с военнослужащими у главы Республики Башкортостан Раифа Фаритовича Хабирова есть еще один советник, это Артур Юмагужин. Там наверняка на СВО перед вами много задач. А есть ли подобные прецеденты и вот эта вот система советников у глав других субъектов? Ну, я наслышан, что есть аналогичные должности в других регионах. Они существуют, но я хочу сказать следующее. Те чиновники, которые занимаются задачами СВО, занимаются военнослужащими из СВО региона, это только мы с Артуром Германовичем, мы единственные, насколько я наслышан, в России, из всех регионов, которые находимся там на постоянной основе вот уже 3 года. Олег Фензирович, ну такая должность, она очень нужна. И большое вам спасибо за вашу работу. Спасибо за то, что вы пришли к нам в студию. Берегите себя, передавайте огромный привет нашим ребятам. Будем вместе приближать нашу долгожданную победу. Спасибо вам. А мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях был советник главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими Олег Фензирович Камалетдинов. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.